ковыряется, нарядную походку выделывает. Руки раскинула, пальчики растопырила. Говорить почела, и голосок тоже увертывает. Вот такой результат показала Камила Томасханова всего за месяц подготовки. Все это время она училась скороговорке. Признается, что было непросто, но она осталась довольна своим выступлением. И это главное. Участвует в этом конкурсе она уже 4-й раз. До этого ни одна из ее попыток не увенчалась успехом. Но девушка не отчаялась, а наоборот стала усиленнее готовиться к конкурсу, благодаря чему сегодня она выступает на этой сцене. Главная трудность, по словам Камилы, заключалась в поиске произведения. Искала и в книгах, читала их, думала, какой же фрагмент выбрать, и в интернете. И когда я увидела название, думаю, может быть, интересно будет. Почитала и думаю, все, это мое, точно, больше менять ничего не буду. Вот выступлю, расскажу красиво и все. Ежегодно количество участников в этом конкурсе увеличивается. Марина Смирнова, организатор мероприятия, отмечает, она узнала о существовании подобного литературного соревнования в Германии и просто предложила провести такое же состязание в Санкт-Петербурге. И в 2011 году оно было учреждено. А сегодня этот конкурс уже достиг международного уровня. Например, сегодня я знаю, что участники будут читать «Гонения на рыжих» Яковлева или «А кто я» Натальи Абрамцевой. И это тексты победителей прошлых лет. И мы всегда знаем, что если кто-то побеждает на конкурсе с определенными текстами, эти тексты потом массово начинают читать другие дети. Поэтому мы точно знаем, что здесь есть у этого конкурса эффект, то есть он действительно эффективный, потому что, да, дети друг за другом смотрят, наблюдают, подсматривают и читают такие же книжки. Участие в конкурсе подразумевает кропотливую творческую совместную работу, что безусловно сближает учеников и педагогов. Необходимо сделать правильный выбор в пользу того произведения, которое принесет безоговорочную победу. Но самое страшное – голод. Люди сходили с ума от голода. Там встал на четвереньки и давай лакать прохладную воду. Декоративная собака – это значит собака для красоты. Будешь что-нибудь украшать? Эти ребята, можно сказать, заново вдохнули жизнь в произведение. Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика» собрал 20 любителей прозы с разных школ республики. Сегодня будет 3 победителя, которые в дальнейшем будут представлять Ингушетию в финале. А выбирать победителей здесь будут народные художники, писатели, специалисты отдела образования Ингушетии, а также региональный куратор конкурса и президент фонда «Живая классика». Организаторы надеются, что здесь дети смогут найти себе друзей. К тому же это хороший опыт публичных выступлений. Хэди Бекбузарова, Майербек Миржоев, Новости 24.